Здравствуйте, вы смотрите программу «Акцент», в студии Андрей Никифоров. Сегодня мы побеседуем с техническим директором якутского филиала «Полиметалла» Вадимом Воробьевым. Вадим Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Вадим Анатольевич, 17 июля отмечается День металлурга, профессиональный праздник, который имеет непосредственное отношение к вашей компании. И это прекрасное время поговорить о людях, о коллективе. Металлургия является одной из важнейших частей промышленности России. Металлургия – это золотой сплав людей, уверенных в себе профессионалов, увлеченных своей профессией. Праздник День металлурга отмечают все, чья трудовая деятельность непосредственно связана с этой работой. Компания «Полиметалл» является одним из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и в Казахстане. Якутский филиал начал работу у нас в 2017 году. Он занимается разработкой месторождения Нежданинское, которое находится в Тампонском районе, и месторождение Прогноз, которое находится в Верхоянском районе. В данный момент на месторождении Прогноз ведется строительство инфраструктуры, на Нежданинском уже ведется добыча и переработка. Как вы знаете, мы запустили фабрику на Нежданинском. Также у компании есть ряд геологических лицензий, на которых сейчас в данный момент активно ведется геологоразведка, сейчас идет полевой сезон у нас, что позволит в дальнейшем нарастить сырьевую базу и запустить, я думаю, дать старт новым месторождениям во благо страны и республики. А как работа ведется с вашими специалистами? Какие отношения выстроены и как у вас они развиваются внутри компании? У нас в компании работает очень много молодых сотрудников, которые мы принимаем после института. Они, во-первых, работают с наставниками, у нас очень развита эта система. Они передают им бесценный опыт, потому что всегда хорошо и поработать с людьми, которые могут указать на твои ошибки. Также у нас есть конкурсы профмастерства для работников, где они могут показать себя. Это для экскаваторщиков, для машинистов буровых установок, для самосвалистов. Также у нас проходят научно-производственные конференции, где молодежь совместно с наставниками может подготовить проект и защитить его в комиссии. Также проводится конкурс, это «Зеленые идеи на миллион», где представляют свои экологические проекты комиссии. Кроме того, что есть возможность показать себя перед лицом генерального директора, замгенерального директора, который оценивает. Также есть денежные призы, это существенная прибавка к зарплате. Также у нас есть кадровые резервисты, которые проходят обучение с отрывом от производства. У нас есть интересный, называется «Жги», «Женщина, главный инженер», где мы женщин обучаем, как быть главным инженером на горных предприятиях. Кадровый резерв, учим главных инженеров, обогатителей, чтобы они замещали целевые должности. Для молодежи перспективы очень большие. Я сам проходил все эти ступени, потому что надо быть активным и участвовать в этих конкурсах и мероприятиях. Как вы уже сказали, Полиметалл в прошлом году на Нежданинском месторождении запустил производство. В республике очень большое внимание уделяется трудоустройству молодежи в промышленной компании. Как с молодыми специалистами работают в Полиметалле, которые еще не являются вашими сотрудниками, а только готовятся стать инженерами, специалистами? Ну, мы сотрудничаем, получается, с институтами. Также мы участвуем в конкурсе Кейс-Ин. Это участвуем в жюри. Сразу подбираем специалистов. Видно лидеров, которые там участвуют, защищают свои кейсы. Уже делаем, получается, отбор на таких ранних стадиях. Потом мы приглашаем их на производственную практику. И потом в дальнейшем на трудоустройство. Я говорю, также прошел этот путь, тоже проходил производственные практики. Потом начинал свою трудовую деятельность уже стажером горного, горным мастером. Это касается и обогатителей, это касается и горняков. Это относится только к высшему образованию или к среднему профессиональному также? Ну, к среднему профессиональному тоже относится, так как мы набираем себе рабочие специальности на производство. Они также проходят практику под обучение с опытными специалистами и дальше начинают уже полноценную работу. Добыча полезных ископаемых всегда связана с воздействием на природу и местные экосистемы. Расскажите, пожалуйста, как в компании подходят к экологической ответственности? Хорошо, что вы задали этот вопрос. Компания «Полиметалл» очень ответственно подходит к экологическим аспектам. Я, как говорил, у нас проводится конкурс «Зеленые идеи на миллион», где сотрудники подают свои идеи экологические. Также применяются современные технологии в производстве. Это мы для снижения углеродного следа
и выброса парниковых газов. На Нежданинское месторождение провели ЛЭП, и будем запускать его в эксплуатацию. Также у нас применяется система очистки оборотной воды, чтобы меньше потреблять свежую воду. И также у нас полусухое складирование. Мы ушли от хвостохранилищ и применяем складирование полусухого материала, который не несет такой вредный, как сказать-то, рисков окружающей среде. Если говорить простыми словами, чем они отличаются, эти способы хвостохранилища? Хранилище — это строится дамба, она наливного типа, а полусухое складирование — это на пленку выкладывается материал сухой уже, который 18 влажность у него находится. Это уже как отвал, можно сказать. То есть риска утечки становится минимум? Да, риска утечки становится минимум. Полиметалл заявляет, что вкладывает много усилий в то, чтобы сделать бизнес более ответственным. Какой смысл в компании закладывают в эти слова, и можете ли вы привести примеры? Ну, это именно касается, я привел по экологическим аспектам. Также работа с нашими подрядными организациями. Мы ответственно подходим и к своей работе, и переводим, говорю, на полусухое складирование, чтобы меньше было воздействия на экосистему того же региона, меньше потребляем свежей воды. Также работаем с подрядными организациями, которыми являются лидерами на российском рынке, которые соблюдают все эти нормы и правила, которые мы соблюдаем, мы как бы заставляем, чтобы они их соблюдали тоже. А что касается социальной ответственности на территориях, на которых производится работа вашей компании? Компания «Полиметалл» — это социально ответственная компания. Мы занимаемся проектированием и последующей реализацией моста через реку Тампо. Также мы занимаемся проектированием и последующей реализацией по строительству зимника с продленным сроком действия, которое будет идти от села Тополиное на месторождение Прогноз и далее до села Барелас. Этот зимник будет полностью сухопутный, там будет больше грузоподъемный, до 60 тонн, что позволит больше перевозить грузов. И также эти поселки сократит довольно сильно расстояние до поселка Барелас. А также у нас заключено соглашение о сотрудничестве с Верхоянским районом, с Тампонским районом, где мы осуществляем ремонты и по объектам здравоохранения помощь, строим детские площадки, помогаем школам, садикам. Вадим Анатольевич, спасибо за беседу. Я бы хотел поздравить всех с Днем Металлурга и пожелать им счастья, здоровья, семейного благополучия и работы без травм и аварий. Вы смотрели программу «Акцент». В студии был Андрей Никифоров. До новых встреч.